Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Соседний Узбекистан пошел на беспрецедентные стимулирующие меры, направленные на то, чтобы поощрять своих мигрантов легализоваться за рубежом и свободно, без страха, контактировать со своими властями. Президент страны Шавкат Мирзиёев на днях подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции и поддержке лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Это значит, что власти Узбекистана намерены платить трудовым мигрантам, уезжающим за границу, компенсацию за оформление рабочих виз, за покупку авиабилетов и сдачу квалификационных экзаменов на знание языка страны пребывания. Согласно документу, в самом Узбекистане будет создано специальное агентство внешней трудовой миграции и профильный отдел в структуре Кабинета министров. А в консульствах республики в Великобритании, Арабских Эмиратах, Венгрии, Германии, Латвии, Польши и Японии появится должность атташе по вопросам трудовой миграции. Зарегистрированным в специальной электронной системе под названием «Работа за рубежом» будут выплачиваться упомянутые выше компенсации, а признанные в официальном порядке малообеспеченными трудовые мигранты и их семьи будут застрахованы, за что страховые компании получат субсидии от государства. Узбекский указ предусматривает и оплату услуг адвоката и правозащитников для тех граждан, которые за рубежом подверглись насилию, дискриминации или были привлечены к принудительному труду. При необходимости, например, если потребуется срочная помощь, мигранты смогут позвонить в круглосуточный колл-центр, причем бесплатно. А к июлю будущего года планируется разработать специальное мобильное приложение, благодаря которому трудовые мигранты смогут общаться с соотечественниками и даже осуществлять денежные переводы. И тогда же заработает единая электронная база данных о лицах, выезжающих из Узбекистана и въезжающих в него. Указ президента сигнализирует своим гражданам: представителей органов власти своей страны нужно воспринимать как защитников и помощников. А что делается в Туркменистане в этом плане? А все, чтобы поток трудовых мигрантов состоял в основном из нелегалов, о чем издание Turkmen News писало неоднократно. Туркменские дипломаты не только не оказывают помощь гражданам, попавшим в сложные ситуации, но и элементарно не продлевают срок действия загранпаспортов. А тех, кто вернулся для этого на родину, часто не выпускают обратно, из-за чего многие предпочитают после окончания срока действия паспорта переходить в статус нелегалов. Власти Туркменистана рассчитывают на то, что, усложняя жизнь мигрантам, они смогут остановить поток миграции или хотя бы значительно его ограничить. Однако происходит ровно обратное. Из-за сложностей с трудоустройством в своей стране, низких зарплат и тяжелых условий труда, люди предпочитают выезжать за рубеж, несмотря на все препятствия. Максимальная легализация своих мигрантов – мудрое решение, которое Туркменистану, как пример, стоит позаимствовать у Узбекистана. Если не компенсировать их затраты на выезд за границу, то хотя бы не вставлять им палки в колеса. У вас есть интересная новость, и вы готовы ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.